Всем привет! После достаточно продолжительного перерыва с вами снова я, Алена Алексеева, и вы на канале Алексеева Лайф. Конечно, нужно иногда немножко отдыхать. И я прямо от души отдохнула, воспользовалась перерывом. И впереди у нас наступает достаточно жаркая пора, которой мы решили в целом каким-то образом подготовиться. Я говорю, естественно, про выборы мэра города Якутска, которые состоятся 28 марта 2021 года. И сегодня я задумала собрать, тех, кто как бы в топе, да, в условном топе по опросам. Я у себя в телеграм-канале проводила, я видела опросы на разных порталах, сайтах, по-моему, даже в Твиттере где-то было, да, и пригласила Владимира Федорова и Евгения Григорьева в качестве интервьюируемых. Ну, нет, я не планировала их ставить в одном кадре и устраивать дебаты ни в коем случае. Мне хотелось все-таки посмотреть, что это за люди, что они из себя представляют, о чем они думают, даже, наверное, отложив вопросы городского хозяйства чуть-чуть в сторону, да, но не затронуть их, конечно, было нельзя. Но самое печальное, к сожалению, что с Владимиром Федоровым сегодня интервью сделать не получилось, потому что он уже зарегистрировался как кандидат, и это уже бы рассматривалось как реклама, да, политическая. Соответственно, он подойти не смог, он отказался это делать. Ну, я прекрасно понимаю, что да, это может иметь определенные последствия. Но сейчас ко мне в студию придет Евгений Григорьев. И я, честно признаюсь, не испытывала никогда никакого особого интереса по отношению к этой личности, поскольку он никогда особо медийным-то и не был, да, то есть его медийность, какая-то публичность возникла тогда, когда 11 января 2021 этого года Сардам Владимировна Авксентьева сказала, что она покидает пост мэра, и теперь нас ждут новые выборы. Правда, конечно, немножко жаль, что это не совместили с осенними выборами. Было бы гораздо удобнее, да, и экономически полезнее, и, я не знаю, все что угодно, миллион причин. Но, тем не менее, да, что произойдет, то произойдет. И я очень много интересных вопросов подготовила для господина Григорьева. Но в том числе там среди них есть вопросы, которые будут, условно говоря, шаблонными и для других кандидатов, которые возжелают прийти в качестве гостя на канал Алексеева Лайф. А вы не забудьте подписаться обязательно, нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о каждом новом выпуске. Но мы очень постараемся теперь не выбиваться из графика и с определенной регулярностью выходить в эфир. Добрый день, Евгений. Здравствуйте, Лена. Я вас хочу поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества, который буквально завтра. Спасибо. Как у вас настроение? Все хорошо, замечательно. Хорошо, замечательно? Да. То есть так можно охарактеризовать предвыборную кампанию? Мне казалось, это прям какой-то трэш. Вы везде вообще. Вот только откроешь телеграм-канал, какой канал не открой, везде Евгений Григорьев. Я же не телеграм-канал, мне нормально. Нет, телеграм-канал-то это одно, но вам же надо оказаться везде, все, что освещают, допустим, СМИ или там те же телеграм-каналы. Я просто СМИ реже читаю, Да, и тем не менее вас много. Да, наверное, меня много или немного, это уже решать отдельно каждому человеку. Я работаю свою работу сейчас, и действительно сейчас внимание действительно чувствуется повышенное со стороны прессы, со стороны просто людей. И это, видимо, интереснее людям. То есть вот запрос общества появился в январе этого года и сразу... Безусловно. А на сколько процентов это запланировано, а на сколько это запрос общества? На хейт или там на какое-то освещение вас? В любом случае сейчас же идет работа в контексте предвыборной гонки. Да. В любом случае, да, поэтому очевидно то, что замеры популярности, узнаваемости, ожиданий по примерным выборам он делается. Это безусловно. Поэтому одна из технологий – это узнаваемость. И, в принципе, я считаю, что за ту работу январскую, которая была большая, проведена, узнаваемость, она, наверное, какая-то появилась. То есть это имеется в виду та запланированная работа, она была направлена на узнаваемость, и уже сейчас вы можете сказать, что есть какие-то результаты. По-любому, да. Угу. А как вы это определяете? Элементарно я чувствую это, когда я
пытаюсь обычной своей жизнью сходить. Там, в кино сходил вчера с женой, узнали. Что сделали? Ну, пальцем тыкали. Да, и я на самом деле это почувствовал 11 января, тогда, когда реально жизнь моя, переломный момент, когда я хожу в один и тот же магазин продуктовый, и никогда ко мне никакого там внимания не было. Спокойно заходил, брал свой хлеб, сыр, уходил. 11 января, когда в СМИ выстрелило, в ЕКТ выстрелило, там на Инстаграм-площадках всех, я зашел в магазин, и со мной поздоровалась продавщица. Угу. Вот я понял, что что-то поменялось. Да, я даже не могу представить такую ситуацию, когда со мной не здороваются, допустим. Со мной тоже практически всегда здороваются. Я почти как хозяин города хожу. Мне все говорят: здравствуйте, здравствуйте. Просто приятно вам больше или как? Или вы смущаетесь? Нет, я, наверное, не смущаюсь, в принципе. Просто я до 11 января никогда не пытался стать публичной личностью. Я жил вот... Да, теперь каждый шаг под прицелом. Да, теперь каждый шаг под прицелом, поэтому объективно надо перестраивать часть поведенческих моделей, часть того, как ты выглядишь. Ну, это уже не только твое дело, как ты выглядишь. Угу. Ну, а что бы вы перестроили или что вы уже перестроили? Здесь нужно понимать то, что любое мое действие или недействие может быть трактовано в интересах каких-либо групп. Поэтому нужно свое поведение и свои модели общения с людьми выстраивать из того, что это уже не личное мое дело, это в любом случае публичная вещь. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, да, с ваших слов, что Евгений Григорьев, которого мы видим, это не есть настоящий Евгений Григорьев, он как бы продукт, который, извините, что я вас так называю, ну просто, да, вот, чтобы понятнее было и времени немного не тратить на это, да, а результат какой-то работы, да, или результат вашей внутренней работы, когда вы понимаете, что нужно подстраиваться под определенное ожидание или там поведение какое-то, или там, я не знаю, образ, стиль одежды, манера говорить. Я не знаю, что вообще претерпело, какие-то изменения или трансформации. В любом случае среда влияет на субъект. Это системный подход. В той ситуации, когда я оказался вот в том контексте, в котором я сегодня живу, очевидно то, что есть вещи, которые требовали корректировки. Есть вещи, которые необходимо сделать лучше. Ну, назовите 3 вещи, которые вы требовали корректировки, и вы их сделали. Стать более уравновешенным. А вы не были уравновешенным? Ну, нет, более спокойным, более, значит, уже не то чтобы не допускать, а пресекать любую возможность проявления какой-то высокой эмоциональной оценки ситуации. Нужно действовать более взвешенно в плане принятия фактов и разных позиций. Это раз. Угу. Второе, значит, то, что это иная степень ответственности вообще. Если объяснить по-простому, то когда мы занимаемся какой-то управленческой деятельностью на уровне хозяйствующего субъекта, то основная твоя задача – это достижение уставных целей этого предприятия, либо заработать денег, если это предприятие, бизнес, или там какие-то иные цели, если, допустим, это НКО. Когда ты занимаешься заместителем мэра, являешься, то у тебя задача создать какую-то команду градостроительной отрасли в целом, чтобы достичь каких-то целей в конкретной отрасли. Вот с 11 января задача моя, она сложилась такая, что вот за все вроде отвечаешь ты в городе. Если какой-то косяк происходит, то это косяк, который необходимо будет расшивать, уже в первую очередь смотреть в контексте себя, а что я сделал не так и случилось. Или если есть какой-то успех, что нужно сделать лучше. И вот тут стало понятно, что вот этот подход, который у меня был всю жизнь, формирование команд, я задался вопросом, какую команду я должен сформировать. Команду Ленина 15 или команду какую-то иную. Да? То есть команда градостроительной сферы, она включала в себя в основном своем сотрудников мэрии, Уградблока и отчасти предприятий, которые задействованы в реализации национальных проектов. Вот сейчас команда мэрии, это понимание появилось после того, как вот я езжу, встречаюсь с жителями, отчеты когда провожу. Это формирование команды города, в которой жители видят достижение своих целей.
А до этого что-то иное было? Ну, вот смотрите, я просто для себя это говорю. Понимание того, что вот кем я должен стать. Должны стать. То есть вы же говорите, это как бы как некий переломный момент в январе, да? Да. То есть, соответственно, вы об этом стали более интенсивно, да, так скажем, задумываться. Я прочувствовал. Вы это прочувствовали на себе. Да. Но вот опять же к первому моменту, который вы указали, что вы как бы не хотите себя проявлять эмоционально, да, то есть как-то вот реагировать. А вам не кажется, что, допустим, образ вашего предшественника, наоборот, тем и полюбился людям, что позволял себе быть максимально настоящим, искренним и не скрывать своих эмоций или какого-то своего искреннего отношения к тем или иным событиям, людям, может, даже. Вы хотите максительно такого вот ровного, нет, безэмоционального... поверьте мне, если я говорю, что мне надо стать менее эмоциональным, это не означает, что я получусь абсолютно ровным. В том контексте, в котором я имею в виду, просто надо быть человеком, который должен взвешенно принимать все факты и постараться посмотреть на всю ситуацию с максимально широкого угла. Я точно понимаю, что... Вот я сейчас закончу, извините. То, что занимаясь градостроительной отраслью, абсолютно понятные цели тех или иных мероприятий. Вот что ты должен делать, это построить, снести, перенести, переселить. Занимаясь управленческой деятельностью широкого характера, публичного характера, уже нету четкого окраса черное, белое. Есть сложные моменты, которые работают в полутонах. И поэтому возможность не принимать поспешных решений, а посмотреть на ситуацию под широким углом, я имею вот это. Убрать эмоциональный оттенок. А на временной промежуток это какое-то влияние оказывает? То есть, допустим, под широким углом это же также может занимать какое-то продолжительное время, чтобы разглядывать под этим углом? Это навык. Это нужно. Он у вас есть? Я занимаюсь над тем, чтобы... Теоретически основа этого есть, а надо теперь превратить это в навык нормально. А сколько вообще вы в мэрии? 2 неполных года. 2 неполных года. На 15, да. Вам 2 лет не хватило для того, чтобы это в практику перевести? Я же еще раз говорю, то, что имея отраслевой характер, очень четко понимать, где белое, где черное, где хорошо, где плохо. Хороший подрядчик, плохой подрядчик. Исполнил цель, не исполнил цель. Занимаясь широкой публичной деятельностью, где люди идут тебе за вопросами, которые носят абсолютно субъективный характер, найти объективную середину, то, зачем идут люди к мэру. Окей, ладно, хорошо. Хотя я считаю, что если вопрос, допустим, об этом до этого касался команды, я считаю, что часть вопросов точно необходимо делегировать. И не это ли составляющая успеха, когда ты делегируешь... Грамотно делегируешь грамотным специалистам. Конечно, основа менеджмента в любом случае она кроется в построении грамотных целей и делегировании полномочий на тех людей, которым ты доверяешь. В принципе, и доверяешь им как профессионалам. Но вместе с тем есть ряд вопросов, которые ты должен взять ответственность на себя, на решение их, потому что они сложные. И про решение этих сложных вопросов я и говорю. Да. Конечно, если это элементарные вопросы, они должны решаться на уровне делегирования. Ладно, хорошо. Я бы хотела задать вопросы. На самом деле я сегодня у себя в телеграм-канале обозначала, что жду и Федорова, и Григорьева. К сожалению, не получилось пообщаться с Федоровым. Но принцип построения интервью, он будет где-то базироваться на одних и тех же вопросах. Если вдруг какой-то другой еще кандидат захочет, потому что сейчас есть такой интерес оказаться на площадке у Алены Алексеевой, да? Поэтому я бы хотела задать вопросы какие-то общие, да? И первый вопрос – это какие есть проблемы у города, которые вы, даже если станете мэром, не сможете решить? Абсолютно понятно то, что решение любых проблем, накопившихся сегодня в городе, им требует капиталовложений, серьезных инвестиций. Здесь сегодня основные проблемы, которые я вижу в городе, это ветхое аварийное жилье, раз. Второе, это переполненность социальных объектов и вообще система образования, подходы. Большая следующая проблема – это жилищно-коммунальное хозяйство в плане дефицита пропускной способности газа. На грани ресурсов возможности находится канализационная система города. Отсутствие ливневой канализации как таковой в принципе системы. У нас большая проблема с пылью в городе.
У нас есть проблемы, которые относительно дорог, но мы по этим дорогам будем принимать решения уже. И большая проблема стоит отдельным пластом сегодня, связанная с ограничениями использования территории. Это зона затопления и 7-я шумовая аэропортовая зона. Вот если разбить на измеримые краткие проблемы, вот это так вот. То, с чем нужно заниматься только с федеральной помощью и с региональной. То есть, условно говоря, да, у нас на все вот это вот нет средств, и теоретически весь список этих проблем может оказаться нерешенным. Да, в ближайшей перспективе. Я не сказал трехлетку благоустройства, потому что на трехлетку благоустройства мы найдем деньги в местном бюджете. В бюджете до 2023 года это уже обозначено. Реализация вот этих капиталоемких проектов, она невозможна без иных источников. Ну да. А какие-то меры предпринимаются уже? Хотя бы какую-то одну из этих обозначенных Конечно, смотрите, проблем. здесь я не обозначил проблему, допустим, БКАДа, да, потому что по нему уже источники закреплены. Задача только правильно исполнять поставленные задачи, вовремя делать показатели, и тогда все будет нормально, мы будем находиться в рамках национального проекта. Сейчас, возвращаясь вот к той же зоне затопления, мы понимаем, то, что 4835 земельных участков вокруг Якутска попали в обременение, они не могут зарегистрировать права на построенный дом, получить разрешение строительства, условно, да, какого-то объекта. Сегодня есть эти обременения, которые необходимо снять. Для снятия этих обременений необходимо сделать берегозащитные сооружения по 4 населенным пунктам: Табага, Хатасы, Пригородный, Кильдямцы. Здесь очевидно понятие то, что река федеральная, и полномочия по закреплению и берегозащитных сооружений сегодня спущены с уровня федерации на региональный уровень. Республика за это отвечает. Но, конечно, в лице чего? В лице Министерства экологии. И сегодня мы понимаем то, что граждане страдают города. И для них разницы нет, чьи-то полномочия. Они идут в мэрию, и я бы то же самое делал. Первый отказ, который они получают от окружной администрации. Нельзя строить. И поэтому сегодня вот эта проблема невозможно решить только местной администрацией. Только проектные работы, они будут стоить около 100 миллионов рублей полностью. Ну, понятно. Возвращаясь к вопросу переселения. 1135 многоквартирных деревянных домов в городе. Это как раковая опухоль на теле. У нас чуть больше 3000 многоквартирных домов в принципе в городе. Из них треть – это деревянный жилой фонд. К сожалению, из этих 1135 только 166 попало в региональную адресную программу. И до 2024 года будет перенесено только 166. Я когда 7 июня 2019 года оказался в мэрии и дал свое согласие работать заместителем, я первое, что попросил, это распределение полномочий. Дайте, покажите мне и должностные инструкции. Ознакомившись с этими двумя документами, я понял, что какой перечень работы у меня стоит. И переселение из ветхого аварийного жилья оказалось в ведении заместителя по строительству. Я посмотрел статистику, количество домов, количество признанных, с какой динамикой мы сейчас двигаемся. И заметил, что скорость признания домов аварийными крайне низкая. Вот за 5 лет 166 было признано. Если бы за 5 лет было признано 1000, сейчас бы мы ходили, держались за голову, а как все это построить, снести? Понимаете, здесь и понимание того, что нужно делать это быстрее, оно возникло сразу. И вот начали применять инструменты, как бы это сделать быстрее. 408 признали за 2 года. Прекрасно. Опишите, пожалуйста, вашего избирателя. Какой он, на ваш взгляд? Образованный человек, думающий. Образование может быть разное. Который способен разбираться в информации и вычленять из нее суть сам. То есть это человек, который не шаблонно мыслит. То есть это человек, обладающий системным мышлением, который может видеть причинно-следственные связи. Это же мало. Смотрите, я не закончил еще. Да, просто мы не дослушали. Причинно-следственные связи того, что вот если мы будем делать эти вещи, то будет получен такой результат. Нет, я имею в виду население такого количественно мало в процентном соотношении. Я считаю, что такое население может объяснять людям то, что вот эта категория правильная. Вот эти мысли правильные. Потому что я реально говорю, что сегодня развитие города Якутска как отдельного города возможно только при
хорошей работе при дополнительных деньгах, выделяемых с республиканского и федерального бюджета. Собственная бюджетная структура сегодня города Якутска из 18 миллиардов 10 – это субвенции с вышестоящего бюджета. Поэтому любая инвестиционная программа по развитию города так или иначе невозможна без республиканских денег. Чем вы занимались до работы в мэрии? Вот это всех, конечно, больше всего интересующий. Один из. Ну, давайте начнем вот про все эти фирмы, компании, которые были зарегистрированы, и которые в итоге были в основном, по-моему, ликвидированы. Расскажите, пожалуйста, про это. Я, в принципе, очень рано попал в мир предпринимательства. Во сколько? В 21 год. А вам сейчас сколько? Мне сейчас 35 лет. Угу. В 21 год у меня уже была работающая прачечная в студгородке МГТУ имени Баумана. Угу. Мы стирали белье и начали зарабатывать с этого деньги. Дальше был в том же студгородке у меня парикмахерская, потом велопрокат. И вот к окончанию вуза я уже представлял, что такое вот микробизнес. И дальше уже судьба сама так сложилась, что вот мой одногруппник, у нас были уже заработаны какие-то деньги, нашли в Сергеево-Посадском районе коттеджный поселок, который строился, и нам предложили 2 земельных участка. Сказали, готовы ли вы, построите сами дома и продайте их. Мы начали, сама судьба так сложилась, мы начали тянуть сети канализации, газа, и соседние участки сказали нам тоже затяните, люди говорят, живущие, ты подряд первый получился. И вот таким вот образом мы гармонично попали в коттеджное строительство в Московской области. Мы занимались подводкой инженерных сетей и реализовывали подряды на строительство. В Москве, как вот тогда продавались коттеджные поселки, приезжает человек, покупает участок, и в конечном итоге у нас имелось 8 стандартных домов, которые мы могли построить за такие-то деньги в такие-то сроки. Многие из них там соглашались на этот подряд, и мы работали в этом поле. Угу. Дальше, я вот по тем предприятиям, которые здесь есть, поясню следующее. Вот для всех тех, кто занимался предпринимательством, это абсолютно здравая и реальная ситуация. Вот тот окрас, который преподносят, очень мутный, банкротишь, это ничего такого нет. Ни одного судебного спора нет в этих предприятиях, что я кого-то кинул или что-то такое. А как предприятие создается? Вот если мы с вами сейчас увиделись, и ты говоришь, Евгений, есть возможность купить земельный участок, построить там торговый центр или какую-то вещь реализовать. И лучшим из инструментов, который сегодня дает нам пространство юридическое, это создать ООшку и равно вложенным деньгам в уставном капитале взять долю под конкретный бизнес-проект. И, собственно говоря, вот большинство обществ с ограниченной ответственностью, которые фигурировали в прессе, это такие истории. Относительно того, что То есть какая-то идея захватывала, и вы пытались ее реализовать, соответственно, нужно было создать фирму. Допустим, есть элементарная ситуация. Купить земельный участок с целью того, чтобы что-то построить там и продать. Собирается 5-6 человек, скидываемся деньгами, покупаем земельный участок, реализовываем проект. После реализации проекта каждый идет своей дорогой. Предприятие ликвидируется, никому не нужно, потому что вот так вот. Ну, а тот, допустим, бизнес, который был после прачечной, то есть вот прачечная, велопрокат и так далее, это все вам позволило какой-то стартовый капитал заработать, вы хотите сказать, да, что вы потом, допустим, перешли в сферу строительства? Я бы не сказал, что это там прям такой большой стартовый капитал. Поэтому я и спрашиваю. Да, а в сферу строительства перейти я же говорю, мы с 2 маленьких домов начали, это не так много денег. Вы инвестируете? Я не инвестирую в ценные бумаги, пока до этого еще не дошел. А можно ли сказать, что у вас был не очень тяжелый или, может быть, даже легкий путь к тому, что вы сейчас имеете? Легкий путь? Угу. Я бы сказал, что путь у каждого свой. Да, и сказать, что он сложный или легкий, я не могу сказать, потому что... естественно, субъективное ваше восприятие. Я могу сказать, что я прям все-таки, наверное, тяжело жила. Если уж так вот глобально, в 2 словах. Я могу сказать, что у меня тоже легкой прогулки не было однозначно. Угу. В чем были сложности? То есть, вот если какие-то такие вот рэперные точки, можете вспомнить? Или это были какие-то провалы, допустим? Или это было что-то, какие-то потери? Никто никогда ничего не приносил на золотой коробочке с тарелочкой. Расскажите, что было вот тяжелого в том, что не приносили? Однозначно было
Нелегко однозначно было начинать все это дело в Москве в первый раз вообще, когда все это начиналось. Почему? Мне кажется, наоборот, в Москве проще Ну, начинать, чем в когда вы Якутске. студент, когда вам надо учиться, когда у вас еще есть куча других обязательств, взять помещение в аренду, отремонтировать, не имея особо денег, закупить в кредит все это оборудование, запустить. Это был сложный опыт к тому времени. Просто пришлось по времени очень сильно ужаться. Ночью работать там, и днем учиться, и чтобы все это запустить. Сказалось на учебе это на результатах? По учебе? Да. Ну, знаете, я, наверное, мог бы еще лучше отучиться, если бы не это, да. Ну, вот надо было работать, потому что начиная с того времени, в принципе, я уже привык работать, и я бы не сказал, что дальше вот какие-то там через тернии я проходил, но просто я всегда работал. И это нормально. Я, в принципе, наверное, считаю себя очень работоспособным человеком. А во сколько вы ложитесь спать и во сколько встаете? В 6 я всегда встаю. Это у меня уже, наверное, давно такой сложившийся график. Засыпаю всегда по-разному. Если есть возможность пораньше уснуть, то стараюсь в 10 лечь. Но в последнее время это не получается. Слишком плотный график. Очень плотный график. А кто вас зовет, допустим, вот в последние, там, не знаю, 3 дня, кто вас приглашал? Так, я 3 дня говорю, да? Да. Но вот я был на прямом эфире на радио. Я ездил, осматривал ФПК Якутия, так как мы являемся акционером 49% у администрации города. Потом у меня прошла встреча со спортивным сообществом тренировка в Триумфе. Потом было итоговое совещание по народному бюджету. Был у Илдархана. Зачем? Совещание о разработке проекта указа о социально-экономическом развитии города Якутска. Отчет перед населением в промышленном округе был. Вот, потом... Нет, меня интересует, куда именно вас звали, как вот прям, ну, вот типа Евгений Николаевич. Пожалуйста, мы понимаем, что у вас плотный график. Приезжайте к нам. Ну, вот как практически я. Ну, наверное... То есть, понятно, что проект социально-экономического развития Илдархана, да, рассмотрение этого проекта, это как бы в рамках работы, да? Да. Посещение ФПК, ну, тоже. Хорошо, если не в рамках работы, то вот вчера меня звали, я съездил на Юрдел парк. Вчера я встретился с Лигой женщин. А вас потом просили в Инстаграме отметить страничку? Нет, со мной сфотографировали, сказали, отметим, и все. Да. И встретился с землячествами. Вилюйскими встретился, с Чурапчинскими встретился. А они чего хотели от вас? Они хотят познакомиться со мной. По большому счету, вот, я же никогда не стремился быть очень публичным. А почему именно с вами? Ну, потому что я, наверное, его мэра сегодня. Ну, и вы же кандидат потенциальный. Ну, и кандидат потенциальный, да. Вот такой вот. Ну, пока еще не кандидат. Ну, и вот как вы оцениваете? Мне просто вот интересно, допустим, Саву Михайлова они позвали или нет? Ну, может, если он ко мне придет на интервью, я, конечно, у него уточню. Федорова, интересно, они позвали или нет? Потому что, ну, по идее, вы же все кандидаты. То, что вы его, это просто в данный момент так сложилось, потому что Сардана Владимировна 11 января сказала так, извините, до свидания, да? Вот, вы считаете, как бы, как это вообще? Я не боюсь, не знаю ситуацию, как сложена сейчас работа Владимира Юрьевича и у кандидата от КПРФ. Не, я имею в виду, вот насколько вообще вот этот вот интерес, он непосредственно к вам проявляется? Ну, прямой интерес. Всем интересно, кто я. Да? А что спрашивают? Вообще, значит, абсолютно разные вопросы с абсолютно разных контекстов. Откуда, кто, как, где, чем занимался с 8 по 12 год. Ну, примерно то же самое. То же самое, да. Всех людей интересно. Кстати, про 17-й квартал вы писали, что вы там родились или выросли? Нет, я родился в Чурапчесе, Ледеринь. Потом, когда мне было 5 месяцев, родители вернулись из Томска. Они же там учились, жили в Новосибирске, Томске. И вот когда вернулись в город Якутск, они поселились в квартале на Якутске. А вам сколько лет было? 5 месяцев мне было, 0 лет. А потом в каком возрасте ваши родители переехали оттуда? Потом мои родители переехали на... Вот раньше были двухэтажные дома напротив стадиона Туймада. Двухэтажные деревяшки. Да, я помню, да. Я там однокурсница жила. Вот. И потом отец вступил в МЖК. И в 91 году мы переехали в девятиэтажку на Лермонтова 58. Это вам сколько лет было? А мне было 6 лет.
Ну, то есть до 6 лет вы же где-то, допустим, во дворе каком-нибудь играли? На квартале играл, и вот там вот напротив стадиона. Напротив стадиона, да. А где там играть-то было? Там же нету вообще никаких площадок. Почему? Раньше там было, я даже на велосипеде учился там кататься. Там же двор был полностью вообще одна сплошная лужа. Я помню, что у меня там подруга жила, и я ходила к ней в гости, весь подъезд затапливался. И это все с улицы было. Unreal там было на велике кататься. Человек все познает в сравнении. Все было real. Да? Все было real. Окей. Интересно, конечно, чему можно научиться на велике в грязи. О каких долгах говорила Сардам Владимировна Авксентьева, которые вы, будучи директором агентства по развитию территорий, по ее словам, смогли погасить? Чьи это были долги и как вам удалось это сделать? Там что какая-то сумма фигурировала, чуть 1,5, да? Нет. Чуть ли не 1,5 миллиарда. Нет, там на самом деле я когда пришел руководителем в обществе с ограниченной ответственностью агентства по развитию территорий, там действительно был большой кассовый разрыв. Сумма была чуть больше, около 500 миллионов рублей. Угу. Она возникла из-за того, что вот была угроза не закрытия банковского кредита, под который был под муниципальную гарантию 250 миллионов перед Альфа-банком. И была сложность с расплатой с подрядчиком, генеральным подрядчиком. Все зависло на продажах домов, которые стояли. Вот, там были сложности с реализацией документов. И что вы сделали? Мы решили все эти проблемы. Ну как? Работой. Ну, документы были изменены, была проведена процедура, необходимая для корректировки документов, проекты межевания территории были переделаны, была зарегистрирована, получено новое разрешение на строительство, на основании этого были получены все соответствующие документы. Ну, то есть такая стандартная работа, которую, в принципе, любой менеджер должен был бы сделать. То есть вашего конкретного григорьевского управленческого таланта здесь, прям скажем так, не было, да? Я бы не сказал. Вот смотрите, что вот именно там вот технически было сложно? Или где вам нужно было сделать? Это была нестандартная процедура. Нестандартная. Это была далеко не стандартная процедура, потому что, во-первых, необходимо было убедить жителей соседнего дома отмежевать часть земельного участка. То есть нарушения были? Были, ну, не то чтобы нарушения, были в то время как раз произошли изменения в градостроительном кодексе, по которым просто забили или неправильно как-то сделали документы, и ушло все на неправильное русло. Поэтому необходимо было всегда же тяжело решать обратные задачи. Согласна. Вот, и необходимо по полному дому собрания собирать людям, объяснять, что это надо, выходить и находить варианты вот того, что это было интересно всем. Это нестандартная процедура была. Она нестандартностью была еще в одном. 18-й год, осень, происходит смена власти в городе. Соответственно, руководители ключевых предприятий, там, кто сам уходит, кто как. Ну, вот, и я зашел в предприятие в конце октября месяца, в октябре, которое полностью все со штыками меня встречало. Весь персонал. Потому что назначенный директор, непонятно кто, сейчас всех будет увольнять. Но у людей такие мысли всегда были. И вот задача была не в том, чтобы быстрее кого-то уволить или что-то быстрее выйти из этого состояния. Потому что неисполнение муниципальной гарантии налагает сразу на городской бюджет, там 250 миллионов акцептом сразу уходит. И, соответственно, большие проблемы по исполнению бюджета в 4-м квартале. Нельзя было этого допустить. И единственный вариант был это вот с этими же людьми сейчас составить нормальную командную работу и прийти к результату. Собственно говоря, это и сделалось. А идея о переезде мэрии на 17-й квартал? Она у меня до сих пор есть. Да, до сих пор есть. Она даже вот не сколько переезд мэрии. Вот если смотреть от производных мыслей, да, то строительство мэрии там это производная мысль от того, а что же сделать с 17-м кварталом. Угу. Я еще работая в агентстве по развитию территории, разработал стратегию по комплексному развитию территории на территории 17-го квартала. То есть вот, то, каким образом это переселять, какие программы туда подводить. И вот вся эта работа, она, к сожалению, была приостановлена тогда, когда была подписана и вошла в жизнь 7-я аэропортовая шумовая зона. Обременение строительства жилья стало. Вместе с тем мы уже
провели работу по муниципальной программе. 3 дома оттуда переселяли. Освободили первый стартовый пустырь, где строить. И мы заключили 2 договора развития застроенной территории. На 16-м квартале с агентством по развитию территории, на квартале 2Б с Ленотрансервисом. Это все за 2019 год. Вот я был одержим и одержим до сих пор идеей 17-го квартала и ветхого аварийного жилья в принципе. Потому что с первого дня я стараюсь ездить на все пожары, которые случаются, чтобы посмотреть вот реально системно, в чем проблема. Проблема в том, что огромные теплопотери в домах, старая проводка, зимой люди начинают включать обогреватели и прочее, прочее. Ну, да. Это неизбежно. Я могу со статистической точностью сказать, сколько в год прогнозируется пожаров. У нас сегодня не соответствует количество маневренного фонда тому, сколько погорит домов в следующем году. Они все равно будут гореть. У нас сегодня в пригородах нету специальных служб, которые могут дышать в дыму, газовая служба пожарников, которые могут заходить в пожар и спасать людей. Представляете, в Магане вот пожар был на прошлой неделе. 2 детей 4-5 лет погибло. Приехали местные пожарники, не смогли зайти, потому что у них нет допуска на это дело. А ведь детей живых вынесли. А это вопрос каких средств? Это вопрос федеральных средств. Федеральные. Я встречался вчера, мы встречались, да, с углом ЧС Республики, я с Немцовым встретился и этот вопрос поставил. То, что у нас в ближайшее время все равно будут гореть, и мы не имеем права, никто не имеет права вот отказывать людям в таких вот условиях. Это надо добиться. Вот. И я возвращаюсь к тому, что... А когда вы думаете добиться этого? В конце марта приедет сюда министр МЧС. Я планирую задать этот вопрос прямо министру РФ. Хорошо. Да, это действительно очень серьезный вопрос. И причем обидно, если это действительно в рамках федеральной программы, и, по сути, наверное, не такие уж и большие деньги. Это не большие деньги, это просто полномочия, которые должны... А нельзя, допустим, сделать это каким-то образом, решать в рамках города, опять же? Это вопрос полномочий. Вопрос полномочий и вопрос... Ну, когда речь заходит о жизнях людей, да. Ну, насколько вообще уместно говорить о том, что это вопрос полномочий? Смотрите, если завтра нам скажет МЧС, то, что вот, делаете сами, мы вам разрешаем, да сделаем. По-любому. Потому что жизнь людей, тем более детей, она бесценна. И если бы вот, реально приехали пораньше, может быть, судьба по-другому сложилась бы. Здесь, поэтому мы сделаем в любом случае это, да, но просто по уму, по-хорошему это должны сделать федеральные структуры, потому что надо быть реалистами. Деревянный жилой фонд во всех пригородах, у нас в основном все деревянное. И они будут гореть все равно, и никуда это не денется. И я стал думать по кварталу, что делать. Единственное, что остается возможно там строить, это строить административное здание. Это законом не запрещено. Определили территорию, где мы расчистили, и начали искать потенциальных застройщиков, рассказывать. Вот вы готовы здесь построить административное здание? Все говорят нет. Да нет. А экономический эффект от этого какой? Вот я, честно говоря, разница, подход какой? Я сейчас вернусь объясню экономический эффект. Просто первичная задача была что-то сделать с кварталом. Дать там изначальный драйвер роста. Как показывает практика в мировых городах, тот же Харбин, строительство административного здания автоматически тащит за собой инфраструктуру и спойлеры. Появляется здание-спойлеры. Вот и идея возникла очень вот так вот просто. А давайте-ка посмотрим там здание для мэрии. Почему для мэрии? Потому что сегодня мэрия работает по 17 адресам. 17 адресов. Каждая из них требует обслуживания, каждая требует персонала, который будет это обслуживать, каждая требует ремонтной программы своей. Это экономически неэффективно. Поняла. Плюс... Но в любом случае же будет какое-то обслуживание, или вы хотите распродать на торгах это? Вот это все дело. Да. Это все дело можно распродать 100%. Вот Найрамдал изначально делался как магазин. То сейчас в магазине находится Дежово. Да. Вот поэтому я к тому, что это раз. И второе, что еще не посчитал никто, и мы еще не можем посчитать, каковы трансцендентные издержки в том, что до 2020 года, по крайней мере, вся система работала следующим образом. Вот есть курирующий заместитель, у него есть большой стол. И вот на этот большой стол приезжают руководители структурных подразделений или там кто в вопросе замешан, и с утра до вечера совещание. Посовещались, здесь у тебя сидит директор департамента. В 9 зашел, в 12 зашел, в 3 зашел.
Вот я спросил, слушай, ты успеваешь как работать? Говорю, туда-сюда ездит постоянно. Согласна, да. Насколько вот этот вопрос надо будет тогда всем потенциальным кандидатам задать, да, все ли захотят, потому что, в целом, как звучит неплохо. И плюс, вот, знаете, здесь вот, наверное, мне повезло то, что вот, проходя все различные обучения, я в один из моментов мне посчастливилось 2 дня поработать в офисе Яндекса. Угу. Я посмотрел, насколько... Вот мне самому просто человека, которому интересно вот, современные формы менеджмента, там, тоже проектное управление, итерационные там, подходы, связанные со скрамом, канбаном и прочее, я увидел действительно рабочие совещательные комнаты, в которых команда за командой сменяется, несколько совещательных комнат, один большой open space, и насколько быстро это увеличивает эффективность работы. Сегодня развитие нашего города зависит от того, насколько эффективно и грамотно будут работать структуры, направленные на это развитие. Поэтому требуется реформа. Это 100%. Вот я за 2 года, которые отработал, одним из результатов, которые я считаю есть предъявить наконечный, полностью реформировал градостроительную отрасль. Полностью. У нас сегодня во всей структуре от А до Я убран волюнтаризм полностью. Если раньше принятие решения, вот Алене Алексеевне дадут разрешение или не дадут разрешение, зависело сначала от настроения какого-то специалиста, а в конечном итоге от настроения заместителя главы, то сегодня это все комиссионное решение. Полностью комиссия. Везде участвуют комиссии, правовой департамент, управление муниципального контроля, и, соответственно, прозрачность всех этих процедур появилась. Это вот мой результат, который я могу предъявить наконец. А так вообще образование ваше какое? Первое образование – это МГТУ имени Баумана, факультет инженерный бизнес-менеджмент, специализация государственного муниципального управления. Есть такой, там 3 года чисто инженерное образование, и потом остальные 3 года менеджмент. Второе образование у меня Московская государственная юридическая академия Кутафина. Потом я отучился, повышение квалификации прошел в РАНХИКСе, проектного управления. Какие-то шикарные вузы. И вот позавчера я защитился в МГУ. MBA закончил. Супер, поздравляю. Спасибо. Смотрите, а Кутафина вы зачем поступали? Зачем поступал? Смотрите, здесь очень... Это же очень такой узкий специализм. У меня дочь закончила. Кутафина? Да. А какой факультет? У нее институт прокуратуры. И по специальности работает? Она пока не работает. Да, Она меня скоро бабушкой сделает. Кутафина, почему я пошел? Во-первых, я почувствовал, что закончив в 2008 году образование и не учась 4 года, мне стало не столь, скучновато стало. Раз. Почему? Захотелось... Вы же такой классный тоже, очень престижный университет. Нет, мне нравится процесс обучения. Мне нравится процесс того, когда я узнаю что-то новое. Это наверное, еще с детства, потому что и на гормональном фоне я потом это понял. Потому что когда ты учишься, у тебя легче вырабатываются эндорфины, когда ты развиваешься. Ты становишься более счастливым человеком, когда ты учишься. Это факт. И я с этим для себя это точно вывел. А не тогда, когда видишь результат своей работы, по-моему, это в том числе, понимаете, они тут же зависит все от того, что если ты растешь, то вариант того, что у тебя выработается дофамин, эндорфин, он ты солнышко вышло, или ты сделал какую-то маленькую победу, ты уже счастлив. А если ты не растешь, и ты просто засел в своем болотце сидишь, то солнце выйдет, что-то произойдет, тебя ничего не радует. И у тебя дофамины вырабатываются, тебе надо подбухнуть, может, или что-то, уже начинается. Оттуда это все и начинается. От того, что нет развития. Не подбухивали никогда? Я выпивал, но не подбухивал. Мне неинтересно, не понравилось это мероприятие. И, соответственно, потом я уже работая, занимаясь предпринимательской деятельностью более серьезно, осознал то, что реализация своих прав, она твердо связана с тем, насколько ты подкован юридически. И я пошел на юридическое образование для того, чтобы иметь возможность разговаривать с юристами и с людьми, которые крутятся вокруг юриспруденции. Это начиная от силовых органов, заканчивая законодательными органами на одном языке. Мне стало интересно. Я перед тем, как поступить в юракадемию Кутафина,
был в доме отдыха с друзьями, и там у одного из них оказалась книжка «Теория государства и права». Люблю читать, ничего читать не было, и вот я почитал где-то страниц 40, и я понял, что надо отучиться, интересно стало. Ну да, это очень интересно. Да. И потому что ну, для любого инженера или для любого там математика, физика образование базовое дает возможность системно описать вещи. То есть вот есть элемент А, элемент Б, между ними такая-то связь. Ну, описать дано, да, и уже исходя из этого делать какие-то логические заключения. Юриспруденция позволяет описать таким образом эти связи, чтобы это было понятно людям, изъясняться понятным образом. Не всегда физик может объяснить то, о чем он думает. Юриспруденция и гуманитарное образование дают этот навык. А РАНХИКС там какой был факультет? РАНХИКС у меня был по президентской программе. Через институт управления, который здесь у нас был, мы проходили отбор, и я попал на президентскую программу. Специализация была проектное управление. То есть экономического образования у вас нету? Экономическое образование у меня сегодня есть MBA. Точно. В общем, всем, что вам необходимо, вы в данный момент как бы теоретически или где-то практически уже владеете. Да. Классно. А какую еще сферу вы считаете, вам необходимо было бы вот более подробно, ну вот с вашим таким системным подходом изучить для того, чтобы быть хорошим мэром? Психология. Но вы не разбираетесь? Нет, даже не для того, чтобы быть хорошим мэром. Да? На мэрстве жизнь не заканчивается. Она в любом случае будет для меня дальше продолжаться. Буду я мэром, не буду мэром, это не имеет значения. Мне самому интересна психология. И именно в плане того, что вот ее практического применения. Мне удосужилось вот в рамках подготовки к конкурсу «Лидеры России» пройти базовый курс НЛП «Практик». 10 дней я изучал НЛП, и, в принципе, мне базовые пресуппозиции НЛП понятны. Я считаю, что многим они могли бы быть полезны. Вот это мне сейчас интересно. И после того, как я закончу учиться в Сколково, я планирую изучать уже психологию. Возможно, это будет уже самообразование, а не ради. Ну да, это действительно даже в качестве самообразования однозначно полезное направление. По-любому. В чем смысл жизни? Смысл жизни? Вот я недавно для себя сформулировал окончательно, в чем смысл моей жизни. Я считаю и главной целью своей такой, чтобы потомки, которые останутся после меня, мои дети, правнуки, внуки и дальше идущие по колено, они могли сказать, что в Убеге Евгений Саджанарод. Вот мы от Евгения. Прожить жизнь таким образом, чтобы они могли гордиться мной. Чтобы вами гордились. Чтобы они могли сказать, что вот да, чтобы они могли сказать, что вот наш дед был таким, и поэтому мы будем делать правильно. Потому что вот я сейчас посмотрел в своей ситуации, что дает мне сил и что дает мне, кстати, как раз хотел спросить об этом. Да? Я стал разбираться в своих корнях и смотреть, на вот какую жизнь прожили мой прадед, прапрадед, и что с ними связывало. И вот я встречался с Татинским, когда там вот наш общий прапрадед Олега, и вот от него там Алексей Алексеевич Колосковский, допустим, пошел. По одной линии пошла моя родня, по линии матери. По прапрадед, по материнской линии, там, по деду, вот он был, Уланхот был Кюнди Бутыктень, тоже очень неординарная личность. Вот бабушка моя по Вилюйской линии 11 детей воспитала, дояркой работала. И, вот, к сожалению, мы хоронили ее и в прошлом году. Вот в прошлом году, когда я перевел в Бутырбелюке, я понял, что если во мне хотя бы четверть от нее есть, то достаточно. Вот я сейчас силу питаюсь от своих предков, какими они сильными были. То есть просто мысль о том, что вот они такими сильными были, да, вам придает силу. Однозначно. А как это происходит? Вы утром встаете и думаете о том, допустим... Вот например, вы же говорите, да, ложусь по-разному, а встаю в 6 утра. Да, То есть, допустим, вы легли в 2 часа ночи, утрирую, просто фантазирую, да, а встаете в 6. Сил-то нету, как бы, физически, организму все равно нужно спать минимум 7 часов. Я давно уже, лет 10 назад, хотя, наверное, точно не помню, когда прочитал книжку Хелл Рот «Магия утра». И вот там же написано, ты 2 месяца или 20 дней там был, повторяю эту. И вот реально Хелл Рот у меня заработал. До этого я вообще не любил по утрам просыпаться полностью. Я мог до обеда спать.
Вот, прочитал Хэлла Рода. И серьезно, действительно, вот в сегодняшнем моем режиме и в моем графике утро – это единственное время, когда я могу побыть один. Единственное время, когда я могу побыть один. До которого часа вы можете побыть один? Пока не выйду, не сяду в машину, до 7:40. Так, что тогда я еще хочу спросить, да? Вот, кстати, да, общественная организация, посвященная юбилею со дня образования Якутской. Столетия Якутской ССР. Да. Она была организована очень давно, Угу. и смысл ее был в том, чтобы вот мы действительно, для меня это важно, что мы к столетию республики приходили, и хотелось привлечь под это дело ресурсы, чтобы мы могли сделать какие-то добрые дела к этому моменту. Показать, что вот наша республика, она празднует большой юбилей, и есть значимые результаты. Слава богу, потом все это дело переросло в 100% реализующуюся государственную политику, и это НКО, оно потеряло свою необходимость. Ну, то есть вы решили, что там тоже делают, поэтому я не буду повторяться, что да, ли? Я понял, что то, что я предлагал. Ну, то есть вы ее закрыли в каком году? Я ее закрыл официально, наверное, с приходом на госслужбу. Вот неофициально, да, она долгое время, кажется, не закрытая стояла, но активную деятельность мы перестали по ней вести уже в 2015 году, когда точно появилось понятие. До этого я ходил на большие собрания, перед депутатами выступал, перед правительством выступал, вносил идеи. И я считаю, что отчасти они были услышаны, и они легли в госполитику по празднованию столетия СССР. Поэтому сегодня реализация этого НКО, она не имеет значения. А раньше, чтобы тебя услышали, как-то сказали, вот НКО это была требуемая необходимость для того, чтобы быть услышанным. Ну, какие из ваших, допустим, предложений были услышаны, и мы их точно в ближайшее время, в 2022 году же будет 100 лет, да, и которые мы точно увидим? Преобразование, допустим, центральной улицы города Якутска, проспект Ленина, мы уже тогда говорили об этом. Проспект, он просто сам по себе уже и морально устарел, и физически изношен. В любом случае, что-то было бы сделано. Не факт. Ладно, окей. Относительно мы говорили о том, что к столетию республики необходимо будет создать систему, которая будет менять уровень образования. Сегодня я убежден еще больше, что наше будущее Якутска, оно связано с человеческим капиталом. Насколько образованными будут наши дети, насколько они способны будут конкурировать со всем миром в отраслях, которые не связаны с материальными ресурсами, настолько у нашего как народа есть будущее. Потому что мы точно завтра не сможем, послезавтра в Якутске не появится 20 заводов, в которых будет работать 10 тысяч рабочих. Город Якутск никогда не будет городом рабочих, шахтеров, нефтяников и прочее. Мы не промышленные. Да. И единственный шанс в перспективе 100 лет или далее – это наращивать человеческий капитал. Наращивать человеческий капитал для того, чтобы заходить все больше в те индустрии, которые не требуют от тебя наличия материальных ресурсов для того, чтобы создать добавленную стоимость. Какие, например? IT, кино. Все различные кино, оно само по себе развивается, в принципе. Как я погляжу. Конечно, оно требует поддержки, да, и тем не менее, вообще психотип якутского народа, он так или иначе выражается в чем-то творческом. У нас очень много театров на душу населения, люди пишущие, да, и кто-то просто пишет произведения, кто-то даже просто родословные. Кино снимается, да, и, как видите, тоже из небольших денег делаются какие-то шедевральные вещи. А еще что может быть? То есть это, в принципе, то, что, мне кажется, не требует какого-то акцента в сфере того, чтобы давайте мы будем детей этому учить. Захотят, они будут учить. Когда мы говорили об этом в 2013 году, когда создавалось это НКО, понимание о том, чтобы сделать ставку на IT, оно не было очевидно. Понимание того, что экономика должна стать знаниевой, и только в этом ее будущее, тогда это было для всех не совсем понятно. Я уже тогда понимал то, что будущее нашей Якутии, нашего народа четко связано с реализацией человеческого капитала, с возможностью создавать креативные вещи. IT, кино, еще что? Любая креативная экономика, дизайнеры, писатели. Вы, YouTube, это тоже креативная экономика. Вы же, как блогер,
получаете вознаграждение за количество просмотров в часах. Ну, я только недавно подключила монетизацию. Я да. имею в виду любой блогер, любой, да. И ваш доход, он приходит извне. Вы заработанные деньги тратите внутри города, отчасти, да. И вот основная задача властей любых уровней – это сделать так, чтобы извне больше денег приходило. Потому что сегодня город Якутск большей частью завязан на бюджетных деньгах. Пришли бюджетные деньги, субвенции распределились по зарплатам бюджетников, они пошли тратить деньги, ну, кто там на продукты, кто квартиры, кто детейлинг, ну, по-разному, да. Поэтому чем в нашей системе больше будет вклада от предпринимателей, от сообществ, которые не связаны с бюджетом, тем сильнее и устойчивее будет будущее нашего народа. То есть бай-балалай бы у меня не сперли бы канал, не продали бы его Владимиру Амосову под «Я инженер». Может, я бы действительно стала бы богаче. Ну, все впереди, все впереди. Главное. И вложилась бы в экономику Якутска. Так, вы знаете, у меня какой вопрос еще, да? У меня вопрос по поводу недавно появившейся фотографии, где вы стоите достаточно на непионерском расстоянии с дочкой Сарданы Владимировны. Какие у вас были отношения? Ну, фотографии, которые появились, они были сделаны 10 лет назад. В то время я жил в Москве, и Наталья тоже жила в Москве, и мы знакомы. Это действительно ни для кого не новость. Знакомы? Знакомы, да. Мы дружны, мы дружили. Просто друзья. Да, в одной компании тусили, и здесь вот я не вижу ничего такого. Ну, я просто сегодня, допустим, читала пост у Лины Малины, и она прям так прямым текстом там пишет, что все, кто тусил в период там драконов и чего-то еще, все прекрасно знают, что они были... Вот я могу сказать, что я в драконе один раз в жизни был, поэтому... Видимо, наверное, тогда... И вопрос от того, что тусил я или не тусил, я абсолютно могу сказать, что ну, а тогда почему говорят, что вы практически зять или там чуть ли не зять Сарданы Владимировны? Поймите, я сейчас о себе каждый день слышу очень много того, что вот, ну, наверное, называется сплетнями. Там, то есть вы считаете, что это сплетни? Прочее. Смотрите, я могу сказать, что я точно не зять Сарданы Владимировны, однозначно. Значит, вот если на то пошло, со многими девушками фотографировался, и теперь можно многую информацию преподносить как угодно. Поэтому здесь нужно сказать то, что я точно знаю Наташу. Я не являюсь зятем Сарданы Владимировны и никогда им не являлся. Тут же говорили, что у нас общий ребенок, там прочее. Такого ничего нет. Вот каково это, интересно, дочери Сарданы Авксентьевой слышать, что нет, мол, мы просто виделись в Москве, ну мы просто учились там, или мы просто дружили. У меня много фотографий с девушками. Я понимаю, что, наверное, это неприятно жене нынешней, да, Евгения Григорьева, но, видимо, речь уже не об этом. Вот и также мне просто интересно, как она сама относится, она, Наталья Гоголева, ну, в девичестве, я не знаю, какая у нее сейчас фамилия, к этой политической игре с участием бывшего молодого человека и собственной матери. Нет, мы просто дружили, сказал Евгений, когда Наталья оставила 5 августа 2012 года у него на стене вот такую публикацию. Это «Я тебя так жду всегда» у окошка. Ключевое «всегда». Ну, вроде бы удаленный аккаунт. Нажимаем на этот удаленный аккаунт и видим, что ID 139 88 79 70. И, используя очень нехитрую прогу одну, находим, что 139 88 79 70 – это Джиджи. Так себя, кстати, Наталья раньше называла. 31 июля дата рождения. Она вот под этим именем в данном аккаунте была зафиксирована. Листаем дальше. 139 88 79 70 – это уже конкретно Наталья Гоголева. Ну, в общем, точно видно, что между этими двумя были более чем просто дружба, или там мы встречались где-то на студенческих мероприятиях, мы виделись во время учебы в Москве. Нет, это далеко не так, потому что не каждый будет оставлять запись на стене «Я всегда тебя так жду у окошка». Да? Это «Я тебя всегда так жду у окошка». Я не знаю, где по интервью Евгений Григорьев обманывает меня, а в моем лице и зрителей всех, где он лукавит
Но данную ложь я считаю уже не маленькой. Да, как мы знаем, маленькая ложь рождает большую. Насколько вообще цинично вот сейчас в лицо приходить на все эти интервью к блогерам, ко мне, зрителям, которые задают этот вопрос, и говорить о том, что нет, это не так. Конечно, эта ложь о многом говорит. Я просто представляю вообще, через что человек может спокойно переступить. Все мои дети, они не от Наташи. От супруги. От супруга. Чем у вас супруга занимается? Супруга- Извините за личный вопрос. Супруга у меня сегодня сидит по уходу за детьми. У нас 2 ангелочков, сейчас маленькие. Как мило, Да, ангелочков. Вики, ну реально это Вике 1 год 9 месяцев. Тимурчику сегодня будет скоро 7 месяцев. Так вы совсем недавно, получается, папе стали, да? такой. Я, кстати, когда, ну, естественно, когда весь взор, да, города Якутска обратили Даже на вас. Даже у Алены Алексеевой взор упал на меня. Ну, естественно, я зашла в Инстаграм, ну, конечно, мне надо посмотреть, да, то есть кто что. Ну, первое, на что я обратила внимание, там очень много, да, с детьми фотографий, то есть это все равно как-то в ленте, да, бросается в глаза. И спорта. Да. Ну, наверное, да. Вот, меня за это даже ругали. Почему? Сказали, что слишком много спорта, и о тебе складываются неправильные впечатления у людей. И вы решили там эмоции спортивные подсократить? Да, и лучше бы выкладывал книжки, которые ты читаешь, говорили. Да. На самом деле книга «Мой друг», я всегда с книжкой. И ну, вот бокс, да, кроссфит, это, я считаю, я убежден, то, что ничего плохого в том нету, если мужчина занимается спортом и готов постоять не только за себя, но и за своих близких и за справедливость. А сейчас сколько спорта в вашей жизни, начиная с января? Выкраиваете время? В разы меньше, чем было. Я стараюсь даже с моей способностью правильно расставлять приоритеты и время, у меня удается не более 3 раз в неделю, не более. А раньше сколько было? Ежедневно. Ежедневно? А кроссфит ежедневно не вредно? Ну, у меня кроссфит, бокс, бег, плавание. Все понятно. Путин красавчик? Путин, что бы ни говорил, Путин личность, которая поменяла ход развития России. Для меня понимание Путина и силы – это одно и то же. Вот Путин своими действиями в начале 2000-х годов, а я помню 90-е годы, я был тогда уже достаточно сообразительным молодым человеком, который жил в городе. Я помню, как жители одного подъезда друг у друга ходили и перезанимали деньги. Я помню, как мы собирали деньги, чтобы купить хлеб. Ну, условно. Это все было у всех, наверное, кто помнит те времена. Я не помню с 2000-х годов, чтобы это было явлением всеобщим. Удалось переломить эту ситуацию, поэтому кто бы что бы ни говорил, но народ Саха никогда не жил так хорошо, как живет сейчас. В Якутске, отдельно в целом посмотреть, мы растем в количестве, люди стали богаче жить, им появилась возможность путешествовать спокойно, открыто, общаться со всем миром. Поэтому я считаю, что для нас он красавчик. То есть, ну, вот такие вот интересы, запросы и потребности базового уровня, так скажем. Все закрыто, да? да. Понимаете, здесь же вот это все очевидно идет, потому что... А если все-таки продвинуться выше, я просто вот все время вспоминаю о том, что... Ну, как вспоминаю, это буквально сегодня было, да, утром. Меня участковый по телефону в субботу пригласил в суд городской, что сегодня будет рассмотрение по доносу Юрия Городецкого. И я просто потом, анализируя все это происходящее, понимаю, это же происходит при Путине, в принципе. То есть вот что в части духовного, как бы, да, вот что вот сейчас происходит, что можно взять так вот прийти и написать донос. А вот это, считаете, не важный аспект? Смотрите, здесь... В части свободы выражения, допустим. Или, допустим, просто участковый берет и принимает заявление, да, учитывая, что там вообще даже в заявлении, в принципе, сослаться не на что. Оно составлено некорректно, но это просто донос. Политический, по сути. Мне тяжело давать оценку деятельности конкретной ситуации, если я не владею всем. Нет, ну я говорю, вы же понимаете, что человек, имя которого мы не называем, да, тоже большинством населения воспринимается как жертва системы. Не понял вопрос, кто жертва системы? Навальный. Навальный жертва системы.
Но вместе с тем же, если объективно разобраться, есть... Вот я смотрел многие расследования Навального. Часть из них, ну, они интересны, захватывают, очень классная режиссура. Но вместе с тем, деяния в Киров-Лесе он совершал. Здесь доказанный факт. Деяния, связанные там с несоблюдением каких-то требований относительно высказываний, которые он сделал в адрес ветерана. И это, то есть, те действия, за которые, ну, ты обязан отвечать в любом случае. А политический характер они будут принимать, но по той простой причине, потому что он реально не боится, в оппозиции это есть у него, да. Но вместе с тем, допустим, я вот очень не люблю вообще входить в какую-то критику, никого никогда не хочу критиковать в плане того, что потому что я лучше предлагаю созидать. Вот я всю жизнь стою за созидание. Можно сколько угодно кричать, что все неправы, там они плохие, и при этом не замечать в своих действиях тоже неправоту. Это очень легкая модель, которая закрывает в тебе объективность. Когда ты ищешь плохое в других, ты начинаешь его находить, но при этом перестаешь замечать за собой. Ну, вы же до этого только говорили о причинно-следственных связях, да. И поиск правых или неправых, ну, так скажем, когда это касается политики, да, или власти, или там методов управления, тут, в принципе, все достаточно очевидно, да, и тут не может быть какого-то эмоционального, субъективного восприятия действительности. Да. Вот, и, соответственно, говорить о том, что, ну, вот нет никакой связи, или там вот я вот просто оторвана буду от всего, просто созидать. Ну, как можно созидать, если ты, допустим, не имеешь уверенности в том, что будет завтра при определенных обстоятельствах? Я возвращаюсь к риторике господина Навального. В риторике господина Навального очень много звучит того, что вот мы предлагаем новую Россию. Мы предлагаем новую Россию, не будет такого-то, такого-то, да? Мы вообще сейчас не про него говорим. Я говорю о том, что, в принципе, это существует вообще сейчас. Существует, конечно. Да. Конечно, и доносы, и какая-то уже такая репрессивная система. Я конкретно говорила о Путине, что это же при нем происходит. Это происходит при нас. Давайте не искать одного виноватого. Все происходит при нас. И любая система, она отличается элементами своей системы. Вот это элементарно. Я пока не побывал в Японии, я считал, что во всем мусоре вокруг виноваты все, но не я. Да? И когда... Я никогда не считаю, что я не виновата в мусоре, который вокруг. Каждый виноват. Ну, на самом деле, вы молодец, если так понимали. Да? Я когда съездил в Японию, я понял то, что... А когда вы съездили в Японию? В 2018 году. До этого вы думали, что вы к этому не причастны? Я считал, что если достаточно того, что я выкидываю в одну урну, все, я уже красавчик. Но понимание возникло того, что насколько глубоко и насколько вот, психология, философия кайдзена продвинула японцев в вопросе элементарного мусора, да, тогда, когда они живут на острове, ничего нет. И понимание того, что то, чем мы довольствуемся, это вообще далеко не то, что предел. И в любом случае нужно искать предел. И понимание того, что сегодня в Якутске необходимо налаживать раздельный сбор мусора, это жизненная необходимость. То, что там говорят, да оно все на одну свалку едет, там прочее, это все ерунда. Это от нежелания менять себя. На самом деле мы в наших условиях это необходимость, потому что сегодня Якутск, вот я на свалке бывает часто, стоишь и смотришь, половина того, что ты увидишь, это картон и пластик, который сюда приехал и уже дал стоимость, в себестоимости той продукции, которая была в нем. И глупо сегодня это не использовать и отправлять пустые фуры в центр. Согласна. Но у вас классная, конечно, способность, вообще, как у всех единороссов, уйти от вопроса и вообще перейти в совершенно другую тему. И очень круто все это перевести опять в плоскость города или там проблем города. Мне просто на самом деле больше хотелось, конечно, услышать Евгения Григорьева. Да, вот кто он, о чем он думает, да, как он смотрит, а не про городское хозяйство. Потому что, понятно, там проблем много. Да. Понятно, много чего нужно
делать. Да, я недавно слушала в Clubhouse выступление Арсения Сергеевича Николаева. Тоже вот прям слушаешь, но вообще круто, да. Ну, все, конечно, идет больше в такой модальности должно быть, мы, якутяне, должны получить, мы должны это иметь. Ну, это там речь шла о 2050 году, Я да. был на этой лекции. Вот. И, ну, как бы, да, круто, но что? Что конкретно? Ни за что не ухватиться, все как должно быть. Вот, поэтому, вот как бы вы описали себя, если бы я бы задала вопрос, кто такой Евгений Григорьев? Наверное, самый сложный вопрос за сегодня. Он вообще непростой. Я любящий отец, любящий сын, патриот. Вот так вот я себя хочу описать. И хочу, чтобы это было сказано на моих похоронах. Ну и хорошо. Надеемся, они не скоро. Да. Ну, все, на сегодня, пожалуй, это все, дорогие зрители. Не забывайте подписываться на канал Алексеева Лайв, ставьте, безусловно, лайк, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу нашей сегодняшней беседы. Это, конечно, безусловно, очень интересно, очень любопытно. Я думаю, что вы уже что-то написали с начала эфира. Но мне в итоге, я могу резюмировать, сказать, что сегодняшняя встреча понравилась. Хотя я изначально не хотела вас вообще приглашать. Ну, потому что, да, в принципе... Потому что единорос. Нет, потому что, в принципе, я как бы свой канал как политическую площадку вообще никогда не рассматривала, хотя я затрагиваю практически всегда вопросы политики, да, общества. И, ну, так уж как-то вот события в итоге подвели к тому, что... Захотелось послушать потенциального кандидата, ну, вот одного из тех, кто лидирует в вопросах населения, да, но все равно, как правило, вы в тройке есть. В тройке или там среди 4. Поэтому, ну, захотелось посмотреть, кто потенциально может стать у руля города Якутска.